Да уж, сегодня в детских магазинах для малышей есть абсолютно все. Здравствуйте! Согласитесь, быть родителями страшно и радостно одновременно. Мы с удовольствием и с восторгом смотрим, как растет и меняется малыш. Но со временем меняются и способы ухода за ребенком. И многие современные мамы отдают предпочтение детским коляскам и кроваткам. И только в немногих семьях сохранилась традиция пеленания и укладывания ребенка со всеми его атрибутами. Программа «Сокровища нации» решила узнать подробнее об этой традиции и об ингушской люльке. Колыбель ребенка в представлениях ингушей – это не просто место, где ребенок может спать, а своеобразное жилище. Кроме того, в этой же колыбели могло вырасти не одно поколение детей. Ребенок большую часть суток находился в люльке, и так до тех пор, пока не начнет ходить. Традиция пеленания и укладывания ребенка в колыбель уводит нас своими корнями в далекое прошлое. Предыдущие поколения детей росли в туго затянутом состоянии, перетянутыми широкими лентами. Считалось, что люлька воспитывает в ребенке сдержанность и степенность. В далекую бытность на Кавказе существовало несколько видов люлек. Ингушские колыбели существовали двух видов. Аг – это напольная колыбель, и терк – это подвесная колыбель. Подвесную колыбель обычно делали плетеную. И в этой подвесной колыбели часто качали детей в наших горных селениях, в жилых башнях. Одновременно была и напольная колыбель аг, которая по сегодняшний день еще остается на службе, как говорится, у человечества. В одной из ингушских легенд говорится, что однажды во время осады башен ингушская женщина спасла младенцев, перетаскивая люльки с малышами по канатной лестнице из башни в башню. И таким образом были спасены все дети из ее тейпа. Вот пеленание ребенка в его воспитании, оно начиналось с самого его рождения. И для того, чтобы у детей в будущем жизнь складывалась хорошо, правильно. Их воспитывали по-разному, девочек и мальчиков. Девочки должны были быть более нежными, поэтому вся одежда ребенка делалась из более тонкой ткани. Специально для девочек делали тонкую ткань, тонкую кисею, использовали ее и в одежде, и в пеленках, и в одеялах. И даже матрасы, первые матрасы, набивали мягкой соломой. А у мальчиков делали и одежду, и пеленание из более грубой ткани, более плотного полотна, и набивали первые матрасы соломой, более грубым. А матрас должен был быть у мальчика. И поэтому дети с самого начала, с самого своего появления на свет должны были по-разному воспринимать этот мир, и по-разному у них должны были воспитываться чувства. Именно чувственное воспитание в первые годы жизни считалось у ингушей очень важным. Подвесные люльки существовали в обиходе и у европейцев, а вот аналога национальной люльки ага у них не существовало. Первое укладывание в люльку у ингушей проходило словно необычное посвящение и для самого ребенка, и для его родителей. Как только ребенку исполнялось 2 недели, его родные устраивали праздник укладывания малыша в люльку. Для этого мероприятия специально резали скот, созывали гостей и читали священный мовлид. Этот обряд у ингушей бытует и сегодня. Среди многочисленной родни выбирали достойного. Считалось, что ребенок примет черты характера того, кто первым уложит его в люльку. Поэтому к процедуре укладывания ребенка относились со всей серьезностью. Почему вы отдали предпочтение именно ингушской люльке? Во-первых, это наша национальная люлька. Она очень удобная, наши предки ее использовали. И в ней ребенок действительно отдыхает, успокаивается. И для матери это очень удобно. Плотно запеленав и немножко покачав, ребенок быстро успокаивается, и можно идти по своим делам, готовить, стирать и так далее. Нередко приобретая для своего малыша колыбельку, мамы стоят перед выбором. Хотя скажите, что вот больше в вашем магазине покупают, кроватки? Предпочтение мамы
Чему отдают? Но обычно у нас покупают, ну, в настоящее время больше, конечно, кроватки. Ну, довольно-таки очень красивые кроватки. А вот ага, все-таки наши исконные, как берут ее? Конечно, она вот больше, конечно, не исчезла традиция, что вот не покупает люльку ингушскую. Но, конечно, ее в меньшей степени как-то покупают. Но В меньшей степени покупают? да. То есть, если Да. сравнить, то Да, больше... сравнить, да, с кроватками. Обычно предпочтение отдают кроваткам. А вот сколько обычно вот такая кроватка стоит? У нас стоит 32 тысячи. 32 тысячи, да? Да. То есть, ну, в среднем не каждая мама может себе позволить такую кровать. Но это не средняя цена. Это самая, можно сказать, высокая. Самая. Но она есть в средней цены кроватки. Ну, какие, например? Ну, например, вот эта кроватка. За 7500. 7500, да? Да. Очень красивая, правда. Консультант детского магазина «Хачет» рассказывает, в чем преимущество ингушской люльки «Ага». Мне кажется, все удобства нашей ингушской люльки есть. Просто, наверное, со временем люди как-то у них, не знаю, может, поменялось у них вот, обычно молодых людей, может, поменялось, взгляд поменялся на то, что, может, легче им положить в кроватку, чем запеленать люльки. В этом, да? Да. А вообще-то наша ингушская люлька, даже для ребенка она лучше. Это мое мнение. Он чувствует себя более защищенным, когда он закутанный даже лежит в ней. Наши бабушки и мамы знали толк в воспитании своих детей и прежде всего заботились о здоровье малышей, хотя и не имели специального медицинского обучения. Они были очень разумно устроены. Эта колыбель, в ней ребенка пеленали таким образом, чтобы даже если у ребенка были какие-то мелкие родовые травмы, искривления, какие-то недостатки в теле во время рождения или утробной жизни, то пеленанием, правильным пеленанием обязательно выправлялись вот эти мелкие недостатки. И этим занималась укладыванием ребенка первый раз в колыбель и обучением матери, как нужно за ним ухаживать, занималась опытная женщина из данного дома, из данного рода. Люльку делали из разных пород деревьев, но чаще всего из боярышника. Было поверье о том, что ребенок, выросший в люльке из боярышника, будет счастливым. Люлька могла быть как новой, приобретенной или изготовленной дома, так и подаренной многодетной матерью, чьи дети славились здоровьем. Наши предки были всегда мудрыми и изобрели люльку, в которой укладывают два матраса. Первый матрас наполняет соломой, так как она должна быть очень твердой, для того, чтобы позвоночник ребенка не искривлялся. Второй матрас наполнялся шерстью, так как говорится, что шерсть оберегает от воспаления или считают лечебной, для того, чтобы ребенок лежал прямо. И затягивали уахкрш, называется по-ингушски, широкие полоски из упругого полотна, из твердого материала делались такие широкие полоски, которые называются уахкрш, для того, чтобы затянуть ноги и грудь. Грудь затягивались не так сильно, а ноги впритык туго затягивали для того, чтобы ноги у ребенка не оставались кривыми, потому что при рождении мы знаем, что ноги бывают у ребенка не такие прямые, как они становятся позже. Люлька по своему устройству сильно напоминает футляр, пишет первый этнограф Ингушетии Чах Ахриев. Она также плотно обхватывает тельце ребенка, как футляр скрепку. Детей в то время
Значит, мальчиков и девочек, как я уже сказала, воспитывали по-разному, их чувственное восприятие мира шло по-разному, и даже вот использование таких устройств для того, чтобы за ними при отсутствии современных, так скажем, памперсов не нужно было каждую минуту за ними ухаживать, такие устройства специальные были, называлось СИП, да, они тоже были разные для девочек и мальчиков. Причем для девочек обычно использовалась кость козы, а для мальчиков обязательно кость барана. И даже было такое поверье, что если мальчикам использовать вот именно кость козы при ухаживании за ним в люльке, то у него могут проявляться какие-то женские черты. Поэтому этого старались избежать. Размер люльки был небольшим. Возможно, причиной малых габаритов являлось то, что все девушки и женщины постоянно занимались домашним хозяйством, а присмотреть за малышом было некому. Поэтому мать вынуждена была забирать ребенка прямо в люльке на место труда – прополку, жатву, заготовку сена. И из люльки ребенка вытаскивали только для того, чтобы покормить и поменять пеленки. У ингушей существовало поверье, что если качать люльку пустой, можно накликать беду. Поэтому люльку всегда накрывали тканью. Амулетом для ребенка служили медвежий ноготь, который прикреплялся к люльке. Также предки ингушей ложили у изголовья ребенка острый предмет – нож или ножницы. Считалось, что эти амулеты защищают ребенка от дурного сглаза или злых сил. Сегодня молодые мамы вновь возвращаются к бабушкиным методам пеленания детей. Ребенка заворачивают в плотную ткань, укладывают в люльку без особых украшений и напевают сладкую национальную колыбельную. Yeah.